Доброе утро, дорогие телезрители! Вы смотрите «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24». Приветствуем всех, кто просыпается вместе с нами. В студии работают Катерина Винокурова и Руслан Ачиров. Сегодня на календаре уже 8 февраля, и, конечно, это утро мы встречаем вместе с вами, делимся с вами самыми интересными и полезными новостями. Сегодня якутские ученые празднуют Всероссийский день науки и, конечно же, поделятся с нами своими достижениями и, главное, своими научными разработками. Из нашей постоянной рубрики «Советы юриста» вы узнаете об изменениях в трудовом законодательстве, а именно, что делать, если работодатель снижает размер заработной платы, а также традиционно мы вместе с вами приготовим вкусный полезный завтрак. Ведущая нашей рубрики Варвара Ивановна подскажет, какую рассаду уже можно посадить сейчас, в феврале. В конце передачи у нас будет прямое включение с города Ленска, со спортивного катка, где юные хоккеисты уже начинают свои утренние тренировки. А эта зима, согласитесь, принесла нам сильные, продолжительные морозы. Температура до минус 50 градусов морозов держалась и, казалось бы, совсем не хотела уступать место теплу. Да, но что-то мне подсказывает, что совсем уже не за горами теплая, замечательная солнечная весна. Ну и мне кажется, что погода уже начинает постепенно приходить более к положительным температурам. Катерина, что сегодня у нас по погоде? А узнаем прямо сейчас. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 44, минус 46 градусов. В Заречной группе минус 39, минус 46. В Южных минус 31, минус 36 градусов. В Вилюйской группе минус 20, минус 34. В Нижнеленских минус 37, 38 градусов. В Западных минус 20, 29. В Колыме-Дигирской группе минус 19, минус 38. В Янских минус 43, минус 45 градусов. На северо-западе минус 38, минус 40. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 43 градуса. Туман. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Штиль. Температура воздуха днем составит минус 32 градуса. Ну что, дорогие друзья, сейчас пришло самое время узнать самые актуальные и свежие новости, с которыми нас познакомит Василий Радченко, но буквально через несколько минут. Ну, а, соответственно, сейчас, я думаю, возможность... много способов замотивировать себя на новый день, да? Это, конечно же, узнать свой гороскоп на сегодня. Катерина, ты пользуешься гороскопами? Да, конечно. Я где бы ни была, там, слушая по радио, по телевизору или наткнувшись в том же журнале, обязательно ищу свой знак зодиака первым делом. И если гороскоп хороший, то прислушиваюсь. Ну, у меня тоже похоже. Я вот когда смотрю, допустим, если там что-то интересное, такое положительное, позитивное, я, конечно, принимаю во внимание и как бы настраиваюсь на хороший лад. Ну, а что-то, если такое, я на это не обращаю внимания. Я тоже, да. Ну, а теперь и возможность прослушать гороскоп есть и у телезрителей «Утро Якутии». Давайте узнаем, что готовит нам предстоящая неделя. Овен, в начале недели у вас может появиться проблема выбора одного из нескольких вариантов. Тут следует опираться на накопленный опыт и в меньшей степени на интуицию. Неделя благоприятна для практических дел, но не подходит для проведения ответственных бесед. Телец, на этой неделе применяйте нестандартный подход к решению стоящих перед вами задач. Меньше рутины, больше полета фантазии. В конце недели у вас заметно возрастет личное обаяние, что поможет в общении с лицами противоположного пола. Близнецы, на ход этой недели может повлиять негативно настроенный человек. В любовных делах не исключено напряжение, которое пройдет тем быстрее, чем раньше вы согласитесь пойти на уступки. В большинстве жизненных сфер сейчас актуален принцип невмешательства в происходящее. Рак, на этой неделе не исключены интриги. Рекомендуется осторожно выстраивать любой диалог, особенно тот, что касается финансов. Уровень жизненных сил будет расти. Самое время приступить к
физическим тренировкам или запретить себе потакание вредной привычке. Лев, на этой неделе на время можете утратить покой. Возможен возврат к одной из вялотекущих проблем или появление малоприятных обязанностей. Неделя располагает к хорошо знакомым рутинным делам. В этот период может появиться идея о том, как улучшить свое благосостояние. Дева, на этой неделе на первое место выйдут дружеские отношения и заботы семьи. Постарайтесь не забывать о себе. Уровень жизненных сил хоть и высок в этот период, однако нуждается в регулярной подпитке. В конце недели ожидайте интересное предложение. Чтобы правильно оценить его потенциал, не спешите. Весы. Неделя принесет благоприятные перемены в личных делах. В конце недели попридержите азарт. Все, что связано с риском, будет играть против вас. Нацельтесь на небольшие проекты, проанализируйте то, чего достигли, и составьте план на будущее. Скорпион. В этот период хорошо пройдут любые дела, нацеленные на краткосрочный успех. В личных отношениях не все столь однозначно. Конец этой недели благоприятствует началу диеты и другим оздоровительным мероприятиям. Стрелец. На этой неделе вы можете подвергнуться своеобразной проверке. Вероятно, обнажатся последствия прошлых отношений или даст о себе знать когда-то допущенная халатность в каком-либо деле. Не отказывайте тому, кто протянет руку помощи. Козерог. Эта неделя будет наполнена радостью и гармонией. Вам необходимо поверить в удачу и попытаться извлечь из этого периода максимум пользы. Хорошо будут удаваться дела, связанные с решением наболевших вопросов. Оставайтесь собой, больше твердости в действиях и словах. Водолей. В этот период сможете найти нетривиальное решение старой проблемы. Можно надеяться на интересное знакомство в соцсетях и на рост внимания со стороны интересных вам людей. Семейные водолеи могут заметить некоторое напряжение в общении с домочадцами. Рыбы. Свободное время стоит направить на устранение недосказанности в личных делах. Больше такта в общении, и вы осуществите любое желание. В середине недели может появиться апатия и лень. Как только достаточно расслабитесь, возможно появление интересных идей. Ну что, и наступило самое время послушать свежие и актуальные новости, с которыми нас познакомит Василий Радченко. Василий, доброе утро. Доброе Доброе утро. утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. И переходим к главным событиям. На реке Вилюй возле села Кюндядя в Нюрбинском районе. По информации пресс-службы Минэкологии региона, их доставят в Нюрбинскую специализированную лабораторию для проведения дальнейшего исследования. Отмечается, что образование наледей в этот период не характерно и может быть вызвано только сильными морозами, которые стояли в Вилюйской группе районов. Ранее наш телеканал сообщал, что экологи проводят проверку по данному факту. Пилотный проект развития автономного теплоснабжения, который реализовали в 7 районах, продолжается в республике и в 2021 году. Об этом сообщили в МинЖКХ региона. Напомним, в прошлом году запустили пилотный проект по внедрению твердотопливных котлов. Его реализовали в 7 районах, в 14 населенных пунктах. В результате почти 2500 семей стали участниками проекта. Одна топка позволяет работать котлу от 1 до 3 дней в зависимости от температурных режимов. Для создания альтернативы централизованному теплоснабжению в сельской местности из госбюджета республики в 2020 году выделили 35 миллионов рублей. В текущем году планируется продолжить данную работу. 6 снегоходов Yamaha Viking-5 доставили в заповедник Медвежьи острова. Это стало возможным в рамках нацпроекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил директор национального парка «Ленские столбы» Аркадий Семенов, в 2020 году парку выделили субсидию на укрепление материально-технической базы заповедника Медвежьи острова. В поселок Черский с прошлого года идет активная доставка техники, оборудования и инвентаря, в том числе и зимнего обмундирования для госинспекторов. В ближайшее время доставят метеостанцию, фотоловушки, видеорегистраторы. А с началом навигации еще один снегоболотоход, автомобиль УАЗ, микроавтобус и другое крупногабаритное оборудование. Также в 2021 году дополнительно закупят водный транспорт. Это катера, аэролодки и моторные лодки.
Опубликован официальный график сдачи единого госэкзамена. Основной период начнется 31 мая. В этот день выпускники смогут сдать географию, литературу и химию. Самый массовый ЕГЭ по русскому языку пройдет в 2 дня – 3 и 4 июня. Экзамен по профильной математике запланирован на 7 июня, по истории, физике – 11, по обществознанию – 15, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам запланировано на 18 июня. Информатику участники экзамена впервые будут сдавать на компьютерах 24 и 25 июня, а 28, 29 июня и 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ. Якутск объявили столицей международной акции «Тотальный диктант-2021». Накануне города-финалисты представили защиту своих проектов перед экспертами. Напомним, в финал попали 6 городов. Это Якутск, Рязань, Салехард, Саранск, Ярославль и Томск. При выборе города учитывались вклад диктанта в общество в плане науки, вовлеченность населения, презентация, роль предлагаемых мероприятий в развитии проекта. Таким образом, Якутск стал не только столицей акции, но и примет автора текста, который зачитает его 10 апреля на самой крупной площадке города вместимостью не менее 250 человек. Открытие культурно-спортивного комплекса состоялось в селе Маймага Намского района. Такова информация Минстроя региона. Площадь здания составляет 657,5 квадратных метров. Жители давно ждали открытия. Старое здание клуба было построено аж в далеком 1901 году, а спортзала в селе никогда и не было. Строительство начали своими силами в 2014 году, а в 2017 объект вошел в программу общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия» в 21 веке. Таким образом, общая сумма направленных средств из бюджета Якутии составила чуть более 17 миллионов 300 тысяч рублей. Минувшие выходные прошел открытый чемпионат Якутска по масс-рестлингу. За призовые места боролись 143 атлета в 12 весовых категориях среди мужчин и ветеранов. Больше медалей завоевали масс-рестлеры из Мегино-Кангаласского района. В их копилке 2 золота, 2 серебра и 3 бронзы. Не отстали и усть-алданские атлеты, взявшие 2 золота и 4 серебра. В связи с режимом ограничений из-за коронавируса чемпионат прошел без участия зрителей. Прямая трансляция была организована на YouTube-канале Республиканского центра национальных видов спорта «Мадун». И к этой минуте у меня все. Передаю слово коллегам. Спасибо, Василию. Мы продолжаем. Есть еще один способ сделать утро бодрым и получить заряд энергии на весь день. Я думаю, это выпить чашечку кофе. Но это, конечно, тоже не помешает, но мы предлагаем сделать лучше, вместе с нами сделать утреннюю зарядку. Всем доброе утро! Ну что, начнем нашу зарядку? Первое упражнение у нас присед с выпрыгиванием. Садимся на уровень колена, колени за носок у нас не выходят, спина максимально прямая, держим поясницу в прогибе. Садимся, выпрыгиваем вверх, при этом делаем выдох. Сели, выпрыгнули, сели, выпрыгнули. Выполняем данное упражнение 5 раз. Упражнение номер 2. Дорожка. Делаем 4 шага руками вперед, 4 шага назад. Когда встаем, делаем выдох. Таких упражнений мы выполняем 5 раз. Упражнение номер 3. Ленивое отжимание. Становимся в упор на прямые руки, полностью ложимся на грудь, на выдохе встаем, выпрямляем руки. И таких упражнений мы выполняем 5 раз. Очень важно не прогибать поясницу и держать спину прямо. Упражнение номер 4. Бегущий человек. Становимся в упор на прямые руки и в прыжке делаем смену ноги, подтягивая колено при этом к груди. На каждом подъеме колена мы делаем выдох. На этом все. Всем хорошего дня! Ну что, дорогие друзья, не секрет, что спорт воспитывает выносливость и выдержку. Житель Алдана Анатолий Аксенов признается, что физическая подготовленность и сила очень важны в его работе. А Анатолий служит в Росгвардии, а в свободное время занимается бодибилдингом. Победы в спорте легкими не бывают, и Анатолию уже сложнее вдвойне. Секций по бодибилдингу в городе Алдан, к сожалению, нет, и мастерство спортсмен-энтузиаст совершенствует самостоятельно.
Удаленный режим, введенный повсеместно весной 2020-го, для Анатолия Аксенова не стал принципиально новым. Компьютерные технологии для него незаменимы. Анатолий занимается бодибилдингом. Тренеров и секций по этому виду спорта в Алдане нет, и процесс самосовершенствования проходит главным образом дистанционно. Если нужно проконсультироваться, звоню Гренадерову Александру, это президент Федерации пауэрлифтинга, бодибилдинга в Якутске, по республике Саха-Якутия. Если какие-то вопросы, у него интересуюсь, спрашиваю. А так, да, сам все по журналам, там, по интернетам. После разминки, когда разогрелись все группы мышц, Анатолий делает первый подход – жим штанги лежа. 6 так называемых блинов – это 140 килограммов. Далее спортсмен увеличивает нагрузку, а максимальный вес штанги в жиме лежа составляет 2 центнера. В период карантина Анатолий продолжал тренироваться дома. У меня гараж есть, в гараже много места, там есть гирьки, гантельки, постоянно давал себе физическую нагрузку, кроссы по городу бегал, на велосипеде ездил. У Анатолия подрастают 2 мальчишек. Благодаря папе спортом увлекаются оба. Так что теперь Анатолий на индивидуальных тренировках выступает и в качестве наставника. В игровой манере пока что, маленький еще, так интересно, занимается, бегает, кувыркается уже, акробатические движения какие-то выполняет. Со снятием части ограничений Анатолий возобновил тренировки в спортзале. В выполнении подходов ему помогает приятель. Иннокентий Петров тоже спортсмен. Силовыми видами он увлекся благодаря Анатолию. Вот здесь занимаемся уже пару лет в спортзале «Гранит». Вот с Анатолием вместе занимаемся, я ему помогаю. Как является профессиональным спортсменом. Человек очень хороший, добрый, верный друг, всегда поможет, чем надо. Еще в школе Анатолий занялся борьбой. В самбо давно выполнил нормативы мастера спорта. В бодибилдинг пришел позже, когда отбывал службу в армии. Просто однажды понял, что для покорения еще не завоеванных спортивных вершин ему недостает физической силы. Бодибилдинг увлек Анатолия всерьез. Профессиональный рост спортсмен подтверждал на различных соревнованиях. Это тоже пришел в зал, занимался там. Мне тренер говорит, вот соревнования в Хабаровске проводиться по бодибилдингу. Я выступил, форму не скажу, что такую классную выставил. Сушился всего неделю и 4-м стал. В марте 2020-го Анатолий готовился покорить еще одну вершину. Он собирался участвовать в дальневосточном турнире по бодибилдингу, проведение которого планировалось в Якутске. В связи с пандемией чемпионат был отменен. Ближайшие соревнования ожидаются осенью 2021-го. Примет ли в них участие, Анатолий ответить пока затрудняется, если позволят финансы. В оказании поддержки спортсмен-энтузиаст может рассчитывать только на спонсоров. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Руслан, знаешь, что сегодня в США отмечается праздник, которого не хватает и нам? Национальный день очистки компьютера называется он. Слушай, ты здорово, что ты напомнила, потому что, мне кажется, я уже года 3 как не чистил компьютер, получается. И самое время. Да, пропускал этот праздник. Поэтому, друзья, если у вас есть компьютер, его пора почистить, сделайте это сегодня и прямо попадете день с праздником. Ну а какие еще знаменательные события и даты принес нам 8 февраля? Давайте узнаем в нашей рубрике «Даты и события». Сегодня отмечают День российской науки. Именно 8 февраля 1724 года Петр I подписал указ об образовании Российской академии наук и художеств. По народному календарю считалось, каков этот день, такова и будет весна. 8 февраля 1816 года в полицейской операции впервые задействовали собаку. В этот день в 1837 году в Петербурге состоялась дуэль между Пушкиным и Дантесом, на которой поэт был смертельно ранен в живот. 8 февраля 1838 года американский художник Сэмюэль Морзе впервые публично продемонстрировал свою систему электромагнитного телеграфа. Сочетание длинных и коротких сигналов, точек и тире составили знаменитую азбуку Морзе. 8 февраля 1919 года Россия начала вести счет времени по международной системе. Страну разделили на 11 часовых поясов, начиная со 2 по 12.
В 1929 году в этот день в русском языке появилось слово «вертолет», но сначала авиаконструктор Николай Камов называл свое изобретение «Каскар-1» «Красный инженер». В 1828 году в этот день родился Жюль Верн, французский писатель, классик приключенческой литературы. 8 февраля 1928 года на свет появился Вячеслав Тихонов, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. В этот же день в 1949 году родилась его коллега Ирина Муравьева, народная артистка России. 8 февраля 1977 года родился Роман Костомаров, российский фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России. Именины в этот день празднуют Аркадий, Арсений, Гавриил, Давид, Иван, Иларион, Иосиф, Климент, Мария, Петр, Семен, Федор и Филипп. Доброе утро, мы продолжаем. Какие достижения имеет наш якутский научный центр РАН? Какие исследовательские проекты якутских ученых успешны и востребованы? Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем Петром Мордовским, главным ученым, секретарем Федерального исследовательского центра Якутский научный центр Сибирского отделения РАН Академии наук. Доброе утро, Петр. Доброе утро. Доброе утро. Петр, ну, наверное, давайте первый вопрос. Как встречают утро ученые? Можете с нами поделиться? С чего начинается ваше утро? Я думаю, утро каждого ученого начинается с мыслями науки. Это, конечно, шутка. Начинается так же, как у всех. Завтрак и поездка на общественном транспорте до работы. Все как обычно, да? Да. Ага. Петр, ну, 21 год объявлен годом науки, да? Эту новость с радостью поддержали не только ученые. Почему сейчас для России так важен год науки? 25 декабря глава государства, президент Российской Федерации подписал закон, ну не закон, как инициативу о том, что 21 год будет объявлен годом науки. Мы этому, научное сообщество Якутии этому очень рады и всей России, потому что наука, на наш взгляд, играет очень важную роль в жизни человека, потому что, ну вот, если даже сравнивать с прошлым сложным годом, когда была эпидемия коронавируса, российские ученые, биологи, медики, генетики и многие-многие другие очень быстро разработали эффективную российскую вакцину против коронавируса. Ну, кстати, уникальные изыскания вот поколения якутских ученых, да, например, они легли в основу разработки новых технологий в промышленности, в строительстве, в сельском хозяйстве, энергетике, климатологии, медицине и экологии. Ну, а как сейчас на практике применяются научные разработки? Можете привести какие-то примеры? Это я сам как ученый по техническому направлению мог бы это вам рассказать вот о фундаментальных работах якутских, ну, можно так сказать, технарей. Академик Российской академии наук Владимир Петрович Ларионов, он разработал технологию сварки при низких температурах. И эта данная технология до сих пор используется очень эффективно, и без нее невозможно уже представить современную промышленность республики. Это также доктором технических наук Петровым Николаем Александровичем разработан тепловой баланс республики Саха-Якутия, который лег в основу нашей энергетической стратегии республики, ну, можно даже сказать, до 2030 года. В этом году Институт проблем нефти и газа разработали сварку полиэтиленовых труб, что при низких температурах раньше считалось даже практически невозможно. Здорово. А как на практике это внедряется? На практике это внедряется вот, ну, все газопроводы, все нефтепроводы, они строится благодаря сварочным технологиям. Вот это и применение, что в домах есть газ, теплая вода, ну, электричество. Петр, а на сегодняшний день над чем работают якутские ученые? Ну, наиболее крупный это наш проект, который стартует, я думаю, в этом 2021 году.
Это создание научного центра мирового уровня, который якутские ученые под руководством члена-корреспондента РАН Михаила Петровича Лебедева назвали очень интересно природный коллайдер криолитозоны, где будут исследованы большие фундаментальные задачи и получены научные ответы на актуальные проблемы. А вот как раз таки на каком этапе сейчас изучения вечной мерзлоты криолитозоны? На каком? Вечную мерзлоту криолитозону мы изучаем, наверное, с момента создания Якутского научного центра. Но все постоянно меняется антропогенное воздействие человека на среду, меняется климат. И изучение отлика является очень актуальной задачей, на наш взгляд. Ядром данного проекта будет сеть якутских научных станций. Это станции по геохимическому мониторингу. Это космофизические станции. Мы будем исследовать не только поверхность Земли, но и запускаем уже самолеты для изучения атмосферы, даже запускаем ракеты в ближний космос для изучения также физических процессов в ионосфере, например. А вот в целом, если взять полностью мир, например, да, насколько наши якутские ученые конкурентоспособны? Наши якутские ученые, на мой взгляд, очень конкурентоспособны, можно так сказать. Да? В прошлом году мы нашим коллективом Федерального исследовательского центра, где работают ни много ни мало 1400 человек, из них это 80 докторов наук, 300 кандидатов наук, 60 аспирантов. Выпущено более 900 научных работ. Из них в самых высокорейтинговых мировых журналах около 50 работ. И в международных базах данных, и ваковских статей очень много, и 17 монографий. Это также выпущен в прошлом году большой толковый словарь якутского языка, как многие знают, в 15 томах. И одним из важных результатов у нас прошлого года это открытие диссертационного совета по якутскому языку. Ну, мы хотим, наверное, воспользоваться случаем и поздравить вас с профессиональным праздником и в вашем лице всех ученых республики. Чтобы было больше открытий, больше изысканий и, конечно же, чтобы на практике обычные люди это как можно быстрее ощущали на себе. Да, полезные. Успехов вам и дальнейших новых научных открытий. Отличного дня, с праздником. Ну а далее прервемся на небольшую рекламную паузу. Оставайтесь. Доброе утро, 8 февраля на календаре. А в сетях активно обсуждают редкий фрукт черное яблоко. На видео фотошоп или реальность? Как думаешь, Руслан, существует такой фрукт? Ну, я недавно узнал, что действительно черные яблоки абсолютно реальны. Они относятся к яблокам сорта Хуаниу и называются черный бриллиант. Выращивают необычные яблоки в Тибете на высоте 3100 метров. Уникальный цвет их кожуры, который на первый взгляд кажется черным, а оказывается темно-фиолетовым. И это результат географических условий региона. Темный пигмент развивается под влиянием большого количества солнечного света, а также сильных перепадов температуры днем и ночью. Да, все верно. Выращиванием черных яблок занимается китайская компания. А стоимость одного яблока составляет почти 6,5 евро. Представляешь, купил бы такое яблоко, попробовал бы? Слушай, я не знаю, ну, возможно, чтобы попробовать, может быть, я бы, наверное, взял бы хотя бы пару штук точно. Но и слышал, что кто пробовал эти фрукты, утверждают, что они вкуснее обычных. И знаешь, если меня занесет на горы Тибета, то я думаю, точно попробую этот сорт яблок. Да, говорят, что у них не только особенный внешний вид, но и вкусовые особенности. Говорят, что они еще хрустят очень вкусно. Надо попробовать обязательно. Далее мы ознакомим вас с вкусным, полезным рецептом завтрака. Приятного аппетита всем, кто завтракает, и всем, кто собирается это сделать.
Здравствуйте! Сегодня я буду готовить вам завтрак из яиц, ветчины, сыра и лаваша. Для этого нужна нам емкость. Берем 4 яйца, разбиваем их. Солим по вкусу. И перчим. Тоже по вкусу все идет. Дальше берем у нас венчик. Взбиваем все до однородной массы. Подготавливаем у нас ветчина, сыр, любой можете взять, и лаваш у нас круглый. Если нет круглого, то можно обрезать до состояния круга. Берем сковородку, разогреваем ее и понемногу добавляем туда яйца. Смотрим, пока дойдет до состояния. Ложим лаваш наш. Он должен хорошенько прилипнуть и разогреться. Ложим туда наш сыр. Можете в любом количестве. Не жалейте сыр. И сверху добавляем ветчину нашу. Тоже можете ложить в любом количестве. Смотрим за огнем. И начинаем переворачивать. Заворачиваем в конверт. Так. Берем сковородку, ставим на доску и режем на 4 части. Завтрак готов. Приятного аппетита! Доброе утро, мы продолжаем. Приятного аппетита всем, кто завтракает. А Василий Радченко снова в нашей студии и готов ознакомить вас со свежими актуальными новостями. Активный мониторинг численности животных идет в Якутии. Работа позволяет увеличить охотничьи квоты на добычу. Об этом в ходе отчета правительства заявил министр экологии республики Сахамин Афанасьев, отвечая на вопрос жительницы Алданского района. По итогам будет сформирован отчет и представлен Минприроды России для определения квот на лимитированные виды животных. В основном это лось, косуля, олень и соболь. Афанасьев отметил, что в прошлом году благодаря качественному учету увеличили лицензии на косулю на 1000 штук, что почти в 2 раза больше. Зрители остались довольны новым форматом отчета правительства. Высказывалось мнение, что он даже лучше, чем выездные отчеты, ведь его смотрит вся республика, и вопрос может задаться с любого района. Также зритель отметил, что когда правительственные группы выезжают по районам, бывает так, что специалисты могут не владеть информацией. В новом формате все ответственные министры и зампредседателя правительства, выразил свое мнение житель Якутска. Напомним, ограничения, действующие на территории Якутии из-за коронавирусной инфекции, не позволяют проводить отчеты правительства региона в традиционном формате с выездом в районы и встречей с местными жителями. Как заявил глава республики Аясан Николаев, во время подведения итогов месяца вопросы якутян будут приниматься на телефон прямой линии, в WhatsApp и через платформу One Click Якутия.
Прожиточный минимум вырос вместе с пособиями. Отмечается, что в третьем квартале 2020 года он составлял 11 606 рублей, что выше, чем во втором квартале того же года. Размер прожиточного минимума не только говорит об уровне жизни населения, но и служит для определения размера стипендий, пособий и других социальных выплат. В этом году прожиточный минимум составит 11 653 рубля. Минстрой предложил ужесточить контроль за арендой жилья. Для этого будет создана информационная база регистрации договоров найма жилых помещений, интегрированная с налоговой службой. Электронная площадка станет и местом поиска подходящего жилья, заключения безопасных сделок, уплаты налогов. По примерным оценкам экспертов, в стране частного жилищного фонда 92% и примерно 10% сдается в наем. Люди, которые сдают квартиры, в основном не платят налоги. При регистрации самозанятым собственник квартиры платит 4% в казну государства, если сдает квартиру физическому лицу, и 6%, если юридическому. Правда, есть ограничения. Доход не должен превышать 2 400 000 рублей в год. Ослаблению на фоне выкупа центробанками активов и снижения ключевых ставок подвержены большинство валют. Этому риску подвержены даже традиционные валюты убежища, к примеру, японская иена и швейцарский франк. Об этом рассказал агентству Prime руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Также он отметил, что Европейский центральный банк потратил на выкуп активов больше, чем США, если рассматривать цифры в соотношении с объемом ВВП. Кроме того, экономика еврозоны пострадала от пандемии сильнее, чем американская. Поэтому евро – один из вероятных кандидатов на ослабление. С сегодняшнего дня маршрутные автобусы номер 15, 25 и 41 в столице будут осуществлять движение по улице Винокурова. Это связано с плановыми работами по ремонту газопровода низкого давления на улице Ильминская на участке от Чайковского до Винокурова. Также в связи с ограничением движения по окружному шоссе свой маршрут изменит автобус номер 6. Движение будет осуществляться по улицам Жарницкого, Хатынь-Юряское шоссе, Вилюйский тракт, Круговая развязка, Вилюйский тракт, Сергеляхское шоссе и Борисовка-1. Любитель зимнего закаливания из Казахстана установил новый рекорд республики по стоянию в проруби. Он провел в ледяной воде 45 минут. В 2019 году его рекорд был меньше на 10 минут, в 2020 на 5. Кроме того, 42-летний любитель закаливания неоднократно попадал в объективы камер мобильных телефонов, когда появлялся зимой на улицах столицы, одетый в рубашку с коротким рукавом, а иногда даже в шорты и майку. Важная часть именно моей подготовки к предыдущим рекордам, включая вот недавний, это то, что я зимой хожу в летней легкой одежде. И особенно когда минус 20-30 градусов, то вот хождение по улице в летней легкой одежде, оно немножко, существенно готовит организм частично к погружению в воду. Конечно, в ледяной воде там имеется специфика. Во-первых, в ледяной воде человек замерзает намного быстрее. Во-вторых, все-таки среда жидкая, и там есть некоторые отличия, кроме того, что человек там замерзает быстрее. У меня к этой минуте все. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Спасибо Василию. Мы продолжаем наш эфир. Руслан, согласись, у каждой вещи есть своя история. Я, например, иногда сижу в окружении различных вещей и, глядя на ту же ручку, вспоминаю, как мне ее подарили, при каких условиях, кто мне ее подарил. Сразу вспоминаешь о человеке, эмоции. Согласен абсолютно. Я даже больше скажу, что, например, какие-то обыденные вещи, которые мы сейчас особо, допустим, не придаем какого-то значения, Да, но, например, да. через 1000 лет их кто-то найдет, и у них будет такая огромная история. Вот, в нашем следующем сюжете давайте поподробнее узнаем об истории вещей. Доброе утро, Якутия! Одним из самых любимых залов наших посетителей – это зал материальной и духовной культуры эвенкийского народа. Сегодня я вам расскажу о детской эвенкийской колыбельке «Эмке». Эвенкийская колыбелька «Эмке» изготавливалась всегда из дерева.
Ребенок находился в ней в полусидячем положении. Во время длительных перекочевок колыбельку привязывали к седлу оленя, и ребенок находился в ней. Получается, он был предоставлен сам себе, и в это время занимал себя разглядыванием местности, за изменениями, которые происходят в тайге. У этнографа Мазина мы находим очень интересные материалы, которые говорят, что новорожденному эвенку люльку должен был изготавливать только посторонний человек, чужой. Также есть материал о том, что эвенки очень боялись болезней. И поэтому, прежде чем положить ребенка в колыбельку МК, они клали туда щенка. Только после этого укладывали ребенка. Если ребенок при жизни очень много болел или, не дай бог, умер, то эту колыбельку обязательно сжигали. А колыбельку здорового и активного ребенка с радостью люди применяли во второй, в третий и в четвертые разы. Эвенки привязывали сюда разные амулетики, которые служили потом эвенку и во взрослой жизни. Когда ребенок вырастал из колыбельки, эти амулеты снимали и привязывали их к кафтанчику. А под изголовье ребенка клали фигурку человека маленькую, который был одет в шаманский плащ. Эта фигурка делалась для того, чтобы защитить ребенка от враждебных духов других шаманов. Вот такие вот интересные случаи были связаны с такой вот колыбелькой. Эта колыбелька сделана из дерева. Судя по весу колыбельки, это сосна. Гвозди при изготовлении колыбельки не применялись, только ровдуга. Ровдуга – это обработанная шкура оленя с двух сторон, или, можно сказать, замша. Очень надеемся, что наш рассказ про эвенкийскую детскую колыбель МК вам понравился. Ну что, дорогие друзья, хотелось бы отметить, что город Ленск сейчас, после снятия ограничений, с нетерпением ждет открытия спортивных объектов и любимого хоккейного сезона, хоккейного корта на стадионе «Алмаз». Сейчас с нами на связи наш замечательный гость из города Ленска. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как слышно? Доброе утро, Якутия. Приветствуем из Ленска, с нашего катка замечательного. Мы рады вас приветствовать. Я думаю, что не только любители спорта, но и ленчане, которые любят кататься на коньках, с радостью ждут открытия катка. Как мы видим, он уже практически готов. До пандемии сколько людей посещало каток? Насколько это популярное место у ленчан? Расскажите нам. Ну, я бы сказал, что наш каток не практически готов, а готов уже давно. Все выходные, все праздники новогодние, здесь постоянно отдыхают наши жители. Заново и каток 2000 человек. Это достаточно популярный в Ленске. Ну и, как видите, каток достаточно большой, светлый, просторный. Здесь занимаются хоккеисты, взрослые команды и большое количество людей просто покататься на коньках. Александр, а соблюдаются ли все санитарные нормы, правила? Расскажите об этом. Не понял, что. Санитарные условия, санитарные нормы, насколько соблюдаются? Санитарные нормы, нас пошло правильно, все другие объекты. Стараемся соблюдать их критерии. Каждый раз, через 2 часа здесь делается уборка со дезинфицирующими средствами в помещениях, где развиваются спортсмены и покататься. Соблюдается социальная метка для социальных дистанций. Ну и посетителей коньков, одеваний, всегда в масках. Ну, вот такие меры стараемся соблюдать.
Александр, мы видим, что каток уже готов, но достаточно пустой. Когда планируется провести первые соревнования, первые события на спорткомплексе Да, «Алмаз»? Что это будут за занятия? Да, ну вот первое соревнование нашем на 23 есть защитника Отечества, будут детские турниры по хоккею. Но в марте мы планируем выйти в город Мирный. Это участие в соревнованиях на районе. Александр, спасибо большое. Спасибо большое. И, конечно же, мы желаем вам успешных тренировок. Надеемся, что в Ленске будет большое количество любителей покататься на коньках, любителей хоккея. И всем желаем им доброго утра. Да, радуемся за ленчан. Ленску привет. Отличного дня. Ну а сегодня 8 февраля, понедельник. Все мы мечтаем, что в новом году или с очередного понедельника мы начнем менять свою жизнь к лучшему. Эксперты советуют начать неделю с правильных финансовых привычек. Если у вас нет накоплений, то в 2021 году самое время начать откладывать, ну, хотя бы помаленечку, да? Весна-лето 2020 показала, как важно иметь финансовую подушку безопасности. Да, действительно, эксперты рекомендуют не допускать просрочек по платежам с пеней и штрафами, не платить, кстати, больше заранее. Да? Узнайте, положены ли вам налоговые вычеты, их можно получить, если работаете официально и платите НДФЛ. Вычеты можно получить не только при продаже квартиры. Есть, например, вычеты по 13% за образование и за лечение. Да, думаю, это очень животрепещущий вопрос на сегодня. Ну, допустим, 2020, вот лично для меня, да, особенно вот лето 2020 года, оно было достаточно трудно. Мне пришлось даже, например, кое-что продать, чтобы раскидаться со своими задолженностями. Но это, конечно, не почка, но, тем не менее, достаточно такой серьезный был Какой урок. ужас. Слава богу, что не почка. Да-да-да. Но, тем не менее, я думаю, более-менее войду в колею и буду уже делать какие-то финансовые накопления. Представляешь, а некоторые столкнулись даже с тем, что работодатели начали снижать им заработную плату. О том, вправе ли они это делать, снижать и изменять ее в одностороннем порядке, узнаем в нашей рубрике «Советы юриста». Доброе утро! С вами рубрика «Советы юриста». И сегодня я вам предлагаю разобрать такую тему, как уменьшение работодателем вашей заработной платы в одностороннем порядке. Сразу оговорюсь, что уменьшение заработной платы из-за ухудшения финансового положения предприятия недопустимо, и работодатель не имеет права в одностороннем порядке снизить ее. Однако, работодатель имеет право изменить условия трудового договора, в том числе и снизить размер вашей заработной платы, но при этом должны быть соблюдены условия. К таким условиям относятся как изменение организационных или технологических условий труда. Например, к организационным условиям труда относятся изменение структуры управления организацией, либо изменение определенных форм организации труда. Например, это бригадный, арендный, подрядный и другие. В число технологических изменений условий труда входят, например, изменение технологий производства, изменение либо внедрение новых машин, агрегатов, механизмов, разработка новых видов продукции, усовершенствование рабочих мест, внедрение новых или изменение технических регламентов. Если в организации действительно изменились данные условия, а работодатель намерен все-таки изменить трудовой договор, он обязан вас письменно уведомить как минимум за 2 месяца. В данном уведомлении работодатель обязан раскрыть причины, способствующие изменению условий трудового договора. Но, повторюсь, как минимум за 2 месяца. Если же вы не согласитесь работать в новых условиях, в таком случае трудовой договор с вами будет расторгнут в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 77 Трудового кодекса. На этом все. Это была рубрика «Советы юриста». Спасибо, что были с нами. Увидимся на следующей неделе.
Многие садоводы знают, что с наступлением зимы вся работа по выращиванию овощей перетекает в другое русло. Это, конечно же, подготовка семян, посадка семян для рассады. А знаете ли вы, что для получения богатого урожая некоторые культуры рекомендуют сажать уже в январе и феврале месяце? Об особенностях раннего посева, о том, что стоит посадить в феврале и как это сделать, знает Варвара Ивановна. Доброе утро, уважаемые мои садоводы-огородники. Мы продолжаем свою рубрику, и я хочу сегодня показать вам, как посадить дельфиниумы, аквилегии, а также многие многолетники. Те, которые, в общем-то, нужно сажать намного раньше, чтобы они успели у вас нынче зацвести. Такие многолетники, вот, как аквилегия, как дельфиниум, их сначала нужно посадить. Сначала семена мы высеваем на туалетную бумагу. Ее хорошо смачиваем с фитоспорином, можно с эпином развести, многие так делают. Это делается с той целью, чтобы вы увидели, как семена прорастают. Дело в том, что семена дельфиниума, семена аквилегии всходят очень недружно. Вот так прямо раскладываем. Вы видите на туалетной бумаге, как они у вас падают. Можно погуще. Для дельфиниума характерная черта та, что когда семена погуще, они быстрее всходят. Любят скученность. Вот, посадили мы их, так посеяли, да? Хорошо, опять сверху сбрызнули. И ждем всходов. Всходы обычно бывают на 7-10 день. Когда всходы вот уже зашли, да, мы потом берем эти вот аккуратненько пинцетиком и делаем бороздочки в земельке. Вот таким образом. Вот прямо земельку. Земельки. Вот такие бороздочки. И в бороздочках, вот у меня удобная такая лопаточка, и ее очень делать удобно бороздочки. Вот. И каждое семечко, пророщенное которое, кладем в земельку. Вот прямо вот таким вот образом. Оно там должно хорошо уложиться. Сверху я обычно присыпаю вермикулитом, чтобы им было проще прорасти. Проливаю хорошенько, побрызгаю и снова все это как бы прикрываем земелькой и даем возможность прорасти. И еще можно сажать в таблеточки. Вот это вот пророщенное, видите, я несколько штучек, много не надо, чтобы вам было проще потом разделять. Дело в том, что когда много, можно повредить корневую систему. А когда, в общем-то, их немножечко, 3-5 штучек, таблетки бывает побольше. Тут, видите, таблеточка маленькая. Аккуратненько берете, разделяете и сажаете. Я сначала посадила в маленькую таблеточку нынче, а затем уже пересадила вот в более крупную. Смотрите, вот они как растут. Это аквилегия и дельфиниум. Видите? А затем мы уже будем убирать пленочку и пикировать. Это я вам покажу в феврале. Варвара Ивановна, большое спасибо вам. Катя, слушай, а ты что-нибудь выращиваешь? У тебя есть свое подсобное хозяйство? Нет, к сожалению, нет. У меня нет ни дачи, во-первых. Во-вторых, я совершенно далека от этого. Но думаю, что с возрастом у меня все-таки будет появляться желание. Даже уже, вот, судя по советам Варвары Ивановны, очень хочется что-то сделать своими руками. И ту же зелень для салатиков. Почему Да, нет? действительно. Ну, а у меня, конечно, больше ассоциации с детством, когда бабушка, дедушка, они... Прям вот, когда весна, я понимал, что наступила весна, потому что на окнах в несколько рядов висела рассада. То есть там были пророщены помидоры, да, вот огурцы. Все это как бы росло, и это еще больше как бы позволяло ощутить весну. Вот такие у меня позитивные воспоминания о рассаде, об огороде.
Ну а мы продолжаем. В сети набирает популярность ролик танцоров 50+. В сети набирает популярность ролик танцоров 50+, женщины в зимней одежде. Несмотря на холодную погоду, станцевали якутский танец. Идею станцевать в парке предложила руководитель Центра колонетики и танца Марина Кузьмина. Это своеобразный челлендж для всех, кто живет в Якутии и не боится холода. Мы, якутяне, любим свой край и даже при минусовых температурах можем радоваться жизни. Как признаются сами танцоры, после танца на морозе у них повысилось настроение, и они получили огромный заряд бодрости на целый день. Какой заряд. Да, я так и заряд представил, от видео. что жители города Якутска идут именно в танцы на работу. А какой пример для молодых они подают, да? Прям захотелось в пляс пойти, что ли, на улицу потанцевать. Ну, да, на этой позитивной ноте, друзья, мы с вами прощаемся. Желаем всего самого наилучшего. Отличного дня.